Княгининский университет создан для тех, кто готов учиться. Он подготавливает кадры для приоритетных отраслей. Ежегодно в Нижегородский государственный инженерно-экономический университет поступают более 1000 абитуриентов. Среди них и жители Абхазии. Университет включает в себя институты и филиалы разных специальностей, от пищевых технологий до сервиса и туризма. Для еще более тесного взаимодействия в области информационных технологий и коммуникационных систем между Абхазией и Княгининским университетом был подписан договор о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор Анатолий Шамин и председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Перулава. Прошлым летом мы с Роландом Руслановичем, моим заместителем, ездили на IT-конференцию в Нижний Новгород. И в этот момент нас пригласили в этот университет. Роланд Русланович посетил, был там, встречался с нашими студентами. И возникла идея подписания договора о сотрудничестве. Вкратце вам скажу, что на сегодняшний день в этом вузе учатся 38 наших студентов. Я думаю, что сегодня это большое событие не только для Республики Абхазия, но и для нашего университета, потому что мы не привыкли готовить кадров никуда. Университет наш в прошлый год стал одним из лучших университетов по цифровизации, лучшим университетом цифрового развития. Это очень приятно. Поэтому мы очень рады подписанию сегодняшнего договора. Добрый путь! Добрый путь! Добрый путь! Нижегородский государственный инженерно-экономический университет в прошлом году имел самый высокий балл для поступления в вуз. Это я хочу сказать, так как курирую абхазскую вот эту диаспору. От Белогорска, Амурской области, и до Мурманска студенты едут все и получают хорошее знание. И с благодарностью, конечно, профессорско-преподавательскому составу и прежде всего Анатолию Евгеньевичу. Это он инициатор, чтобы абхазские ребята учились полноценно на бюджетной основе. Ну, одно пожелание, чтобы ребята все возвращались назад и получали путевку в дальнейшее по трудоустройству от руководства структур экономических, и промышленных республики. Среди тех, кто обучается в Княгининском университете, студент из Абхазии Энри Эник. Он уже на 4-м курсе. Учится по направлению информационные технологии и системы связи. В вузе оказался не случайно, так как со школьной скамьи увлекался программированием. В планах закончить магистратуру и в дальнейшем поступить в аспирантуру. И, конечно, после вернуться в Абхазию для улучшения качества связи на родине. Я планировал сначала поступить в Москву, но отец узнал о Княгининском университете, и я поступил уже сюда и ни о чем не жалею. Учеба проходит отлично, очень чуткие у нас преподаватели, дают большое количество знаний. Мы проходим программирование, а также защищенные сети. Пытаемся защищать информацию от всяческих атак, хакеров и так далее. Среди абхазов я являюсь старостой. Все очень плотно общаемся, очень дружная компания у нас. Нету такого, что кто-то в стороне. Все вместе, все друг друга поддерживаем и помогаем. В общей сложности в Княгининском университете обучаются 38 студентов. Есть связисты, также айтишники и пару энергетиков. Основная масса специалистов обучается именно на информационных направлениях – 21 человек. Артем Бондарь – студент 4-го курса Института информационных технологий и систем связи, как и многие его абхазские друзья. Он является лауреатом премии президентской стипендии Российской Федерации. Такая возможность выпадает даже не всем российским студентам. Было сложно определиться с будущей специальностью и исходил из актуальности и востребованности кадров. После окончания бакалавриата планирую поступать в магистратуру и хотелось бы закончить аспирантуру в дальнейшем, то есть защититься. А дальше? Дальше пока не имею представления на самом деле.
То есть либо зависит, там, возможно, останешься, либо здесь. Да, возможно, там. Ну, зависит от работы. Так-то, естественно, в Абхазию планировалось. Уже двое выпускников из Абхазии, окончивших Княгининский университет, работают в Госкомсвязи республики. Один из них – Алмаз Гумба. Работает пару месяцев главным специалистом отдела регулирования государственных СМИ. И заодно продолжает учебу. Он магистрант вышеназванного университета. Я напрямую поступал, сдавал вступительные экзамены напрямую с сайта дистанционно. Образование дают хорошо. Тот, кто хочет учиться, тот выучится по-любому. Год не работал, и вот полгода уже я тут работаю. Заместитель председателя ездил в университет, и там сказали, что студенты Княгининского университета находятся в Абхазии, и потом со мной связались и предложили работу. Я рассмотрел и согласился. Коллектив очень хороший, работа несложная. Мы занимаемся именно центром обработки данных. Будем там работать. Сейчас откроется центр обработки данных, мы там будем работать. У Госкомсвязи Абхазии цели и задачи одни – создание условий для оказания услуг на всей территории страны, а также внедрение перспективных технологий и стандартов. Подписанный договор между Княгининским университетом станет важным шагом в решении поставленных задач. Налач Хиндирия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.